В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшипшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Работа за 9 месяцев признана неудовлетворительной. Президент принял участие в работе коллегии МВД. О работе в рамках инвестпрограммы, о планах по развитию района. Пресс-конференция главы государства района Руслана Ладария. В рамках программы «Большие гастроли» завершается культурный сезон «Абхазия-Россия-2017». Президент потребовал от МВД к концу года улучшить результаты деятельности. Об этом Рауль Хаджимба заявил на коллегии Министерства внутренних дел. Президент призвал сотрудников МВД самым жестким образом пресекать деятельность криминальных авторитетов и распространителей наркотиков. Обсуждались и другие острые темы, в том числе коррупция в органах внутренних дел. Каких реформ ждать, расскажет Нисфа Аршба. Итоги деятельности Министерства внутренних дел не так успешны, как этого бы хотелось. Об этом говорит статистика. Она констатирует, произошел рост преступлений. Наибольший в Сухуми и Гагрском районе. Далее Сухумский, Гудаутский, Гулрыбский и Ачимчирский. Снижение количества преступлений отмечено лишь в Галском и Ткварчалском районах. В числе совершенных преступлений, которые вызывают особую озабоченность и негативную реакцию населения, убийства и покушения на них. За 9 месяцев текущего года совершено 17 убийств, из которых нераскрытым остается одно. Покушений на убийство – 10, раскрыто 5. Уровень тяжких преступлений по-прежнему высок. Так, за отчетный период совершено 326 тяжких видов преступлений, 263 за аналогичный период прошлого года, что на 57 фактов больше. В основном рост отмечается в городе Сухум на 11 фактов и в Гагрском районе на 23 факта. Эти и другие резонансные преступления свидетельствуют о возросшей дерзости у преступников и необходимости менять методы противодействия с целью пресечения их преступной деятельности. В целом в структуре преступности преобладают имущественные преступления – кражи, грабежи, угоны автотранспорта, хищение оружия и боеприпасов, мошенничество, поджоги. Анализ показывает, что каждое пятое тяжкое преступление совершается с применением оружия. На коллегии МВД сегодня больше говорили о том, как изменить существующее положение дел и что для этого предстоит сделать. Президент Рауль Хаджимба с первой минуты обозначил основные задачи. Одна из них – увеличение раскрываемости. По словам президента, наша страна превращается в криминальную из-за роста числа криминальных авторитетов, к которым за помощью, как оказалось, обращаются и сами правоохранители. В рядах МВД нет единства, готовности проводить жесткую политику по отношению ко всякому роду криминала. Такая ситуация сложилась из слабой финансовой поддержки, мы это признаем, технической оснащенности, ну и, конечно, кадровой политики. Многие годы после войны МВД опиралось на кадры, подготовленные еще в советский период. Сегодня следует уделить особое внимание физической подготовке, морально-психологическому состоянию личного состава. Если это мы не будем делать, если это не будет уже начато сегодня, то, к сожалению, завтра будет уже поздно. Еще одна задача – борьба с распространением наркотических средств. Этот бич поразил страну настолько, что только совместными, слаженными действиями можно изменить ситуацию. Рауль Хаджимба предложил 2018 год обозначить лозунгом «Вместе против наркотиков». Тут важно не название, а объединение и настоящая борьба с этим злом, убежден президент. Хотелось бы еще раз нацелить весь личный состав на борьбу с распространением наркотиков. Говорить о большом эффекте пока еще не приходится, хотя видна значительная работа этого года. Отсутствие технических возможностей – не оправдание слабой работы, отметил Рауль Хаджимба. Глава государства подверг критике работу ГАИ и ведомства в целом. Важно, чтобы даже при наличии проблем правоохранители работали с полной отдачей. И именно тогда и будет результат, уверен глава государства. Говорили сегодня о внутренних проблемах МВД, причем сами сотрудники. Тут и отсутствие взаимодействия между службами, и двурушничество, и даже самая обычная лень. Обсуждали на коллегии главы глобальные задачи ведомства. Глава МВД Гарри Аршба отметил, что работу структуры за 9 месяцев 2017 года можно считать несостоятельной. Необходимо уделить особое внимание повышению дисциплины, создать атмосферу нетерпимости к нарушению закона. Только такие меры и постоянная работа, уверен Гарри Аршба, позволят получить положительный результат. Много проблемных вопросов, которые возникли в системе Министерства внутренних дел. И перед нами стоят
И руководство Республики Абхазия ставит задачи, которые мы должны в кратчайшие сроки решить, для того, чтобы мы смогли в целом создать ту организацию, ту группу, которая у нас существует, то, что это милиция наша по Республике Абхазия, чтобы она смогла в полной мере, в полном объеме выполнить свои служебные обязанности, смогла начать работу по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с преступностью во всех ее проявлениях. На коллегии МВД сегодня были четко обозначены неотложные задачи по организации работы, которые при их соответствующем исполнении должны принести хорошие результаты. И это будет проверкой на прочность всего правоохранительного ведомства, работа которой сегодня коллегией признана неудовлетворительной. Нисфа Аршба, Алексея Гухава, Беслан Джинджолия. Абхазское телевидение. Сразу после новостей мы предложим вашему вниманию запись выступления президента на коллегии МВД Республики. Рауль Хаджимба подписал распоряжение о создании комиссии по подготовке к празднованию десятилетия Дня международного признания независимости Республики Абхазия и 25-летия Дня Победы и независимости Республики Абхазия. Президент является председателем комиссии. Рауль Хаджимба подписал указ о награждении Ахмета Хапат орденом Ахидзапша третьей степени. Как отмечается в указе, за вклад в укрепление связи между Республикой Абхазия и абхазской диаспорой в Турции, а также объединение соотечественников, проживающих в Турции. Вице-президент Республики Абхазия Виталий Габния принял представителей Федерации мотоспорта Республики Абхазия. Об этом сообщается на официальном сайте президента. Виталий Габния отметил, что проведение спортивных мероприятий важно для нашей страны. Такие события, по его словам, позволяют узнать больше о республике. По информации представителя Федерации мотоспорта Абхазии, промоутера «Лотус Формулы-1» Андрея Волохова, в соревнованиях планируется участие 200 спортсменов из 20 стран. На мероприятие по российской инвестпрограмме планируется потратить около 1 миллиарда рублей в течение 3 лет. Об этом заявил на пресс-конференции глава Гудаутского района Руслан Ладария. Это капитальный ремонт учебных и дошкольных учреждений, реконструкция водопроводной системы в городе и в селах района, замена ливневой канализации, асфальтового покрытия 4 улиц, лифтов в ряде жилых домов. То есть это где сегодняшний день проводится по инвестпрограмме очень много работ разного направления. Это и в городе, и в селах, это и по образованию. Ремонтируются школы, строится садик. В селах водопровод прокладывается. В городе, значит, на 4 улицах происходят работы по замене ливневой канализации. Будут строиться канализационно-насосные станции. На реализацию инвестпрограммы по договору с Российской Федерацией предусмотрено около 1 миллиарда рублей в течение 3 лет. Полностью пресс-конференцию Руслана Ладария смотрите в нашей программе сегодня. Лекции российских инструкторов по пиротехнике и ДТП начались на базе МЧС Абхазии. Их проводят специалисты из России, которые делятся своим опытом по 3 направлениям: аварийно-спасательным работам в городских условиях и при ДТП, осуществлению теоретических и практических занятий в пиротехнической работе, а также психологическому сопровождению в случае чрезвычайных ситуаций различного характера. Об этом в материале пресс-службы МЧС Абхазии. На базе МЧС Абхазии стартовали учебно-тренировочные занятия. Проводят их коллеги из России. Российские специалисты делятся своим опытом по 3 направлениям: аварийно-спасательным работам в городских условиях и при ДТП, осуществлению теоретических и практических занятий в пиротехнической работе, а также психологическому сопровождению в случае чрезвычайных ситуаций различного характера. Сотрудник Туапсинского пожарно-спасательного отряда МЧС России Михаил Ларионов, в частности, рассказал абхазским коллегам о современных технологиях спасения пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Внимание абхазских спасателей обратили на технику безопасности при проведении подобных работ, а при помощи видеофильма показали типовые примеры спасения пострадавших при ДТП. Техника не стоит на месте, получается, и технологии развиваются. Машины у нас все современнее и современнее. Мы предоставим материал по современным машинам уже, где там резать, где пилить. Технологии будут
представлены людям. Но, в общем, мы уже провели один день занятий. Ребята здесь грамотные, очень много знают, мы делимся опытом в основном. Как в Абхазии, так и в России статистика подтверждает, что смертность на дорогах по-прежнему остается высокой. Поэтому спасатели всего мира работают над этой проблемой, совершенствуют свои навыки спасения пострадавших в автомобильных авариях. Вопрос ДТП актуален во всем мире, дорожно-транспортных происшествий, не только в России, но, я думаю, и в Европе. Смотрим телевизор, читаем интернет, везде у нас показывают сводки, все смертность какая на дорогах, то есть развивать это надо, то есть оборудованием комплектовать более современным подразделением. В перерыве между занятиями с российскими спасателями встретился министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квицинья. Глава ведомства остановился и на проблеме дорожно-транспортных происшествий и оказания психологической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Министр подчеркнул, что для этого и нужны подобные занятия, которые помогут правильно организовать безопасную работу спасателей и вместе с тем оказать квалифицированную помощь. Профессионалы должны работать, и поэтому этот момент очень важен. Они будут проводить здесь практические занятия и теоретические, что в первую очередь необходимо. В разных ситуациях подход должен быть разный. И, безусловно, и психологическая служба, конечно, психологи. Они играют очень важную роль, когда люди попадают в беду. Это определенная паника, люди не знают, как себя вести. И грамотный психолог приводит в чувство, подход должен быть определенный. И эти моменты очень важны для нас. Лев Квицинья поблагодарил каждого из российских коллег, прибывших в республику для проведения занятий. Министр также отметил важность оказываемой помощи со стороны руководства МЧС России и сказал, что она крайне важна для абхазских спасателей. Спасибо нашим коллегам в плане взаимодействия, в плане поддержки. И я очень надеюсь, что эти моменты будут еще продолжаться. То есть потом отдельно мы ждем еще одну делегацию, которые будут здесь, приедут специалисты в других направлениях. Я думаю, что это взаимодействие будет продолжаться. Для нас это очень важно и необходимо. Учебно-тренировочные занятия делятся на два этапа. Первый предусматривает теоретический курс, второй этап – практические занятия. Начались они 30 октября и продлятся до 10 ноября. В них задействованы сотрудники всех районных подразделений МЧС Абхазии. 3-4 ноября в рамках программы Министерства культуры России «Большие гастроли» в Сухумском русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоятся гастроли Санкт-Петербургского театра «Мастерская». Этим мероприятием завершается культурный сезон «Абхазия-Россия-2017». Об этом шла речь на состоявшемся в Министерстве культуры Республики брифинге. Нала Кови с подробностями. Большие гастроли – уникальная программа Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации, в рамках которой лучшие театры Москвы, Санкт-Петербурга и других городов гастролируют по городам России и зарубежья. В этом году в зарубежную часть программы включена Абхазия. Сухумский русский театр драмы с 8 по 12 ноября отправится на гастроли в российские города Пятигорск и Элисту. Вот тот факт, что Абхазия включена в программу «Большие гастроли», то, что наш театр теперь имеет возможность выезжать в Российскую Федерацию с гастролями, принимать на своей площадке лучшие российские театры, спектакли лучших российских театров, а театр «Мастерская» – это действительно один из лучших российских театров. Это совершенно другое, я бы сказал, какой-то новый этап исторически, в развитии нашего театра, нашей театральной культуры, вообще культуры Абхазии в целом. На сцене Русдрама будут показаны одни из лучших спектаклей мастерской «Том Сойер» по Марку Твену и «Записки юного врача» по Михаилу Булгакову. Этими постановками и завершится культурный сезон «Абхазия-Россия-2017». Хочется сказать о том, что на самом деле то, о чем мы говорили в прошлом году, те приоритеты, которые для нас были важны, мы смогли, на мой взгляд, отразить. Это, конечно, детский репертуар, в котором мы очень были заинтересованы. И сегодня как раз-таки
будет абхазская премьера Тома Сойера, завтра будут уже записки юного врача. И радует то, что совершенно недавно, буквально неделю назад, премьера «Ревизора» состоялась в Русском театре, а в рамках этих гастролей он уже через несколько дней поедет по другим городам. Режиссер-постановщик Галина Бызгу считает, что они не ошиблись выбором спектаклей для абхазского зрителя и рассчитывает на аншлаг. Мы делали очень искренний спектакль про детство, как самое счастливое время жизни, понимаете, вот и все. И еще это место действия прекрасное, потому что, я вот, например, из Сочи, моя родина это Сочи, да, поэтому мне очень близка ваша страна, и я, как только сюда вышла в аэропорт Адлера и начинаю ее дышать, потому что это тоже есть все в этом спектакле, потому что я южный ребенок. Мастерская давно участвует в больших гастролях и уже посетила Ростов-на-Дону, Рязань, Иркутск, Улан-Удэ, Нижний Новгород и Казань. Наала Ковель, Дамиров, Абхазское телевидение. В Центральном выставочном зале Сухума открылась персональная выставка абхазской художницы Галины Атаева. На выставке работ Галины Атаева было представлено более 40 картин. Это уже третья персональная выставка художницы. Данную выставку Галина Атаева посвятила своей маме и родным, ушедшим из жизни. С детства, влюбленная в искусство, Галина мечтала стать художницей и писать картины. И в том, что она стала художницей, отчасти заслуга ее мамы. В деревне, где я жила, высоко очень жили, и всегда солнце, когда садилось, это очень красивые цвета, закат такой красивый был. Я всегда наблюдала за этим. И вообще вот всегда всю жизнь мне все красивое нравилось. Цветы, деревья, люди, всегда все красиво. Я не знаю, откуда это что взялось. Может быть, действительно от мамы. Мама у меня читала много, на гитаре играла, вышивала, все она умела, шила, все она умела делать. Может быть, от нее. На экспозиции представлены картины, написанные сразу в нескольких жанрах – портрет, пейзаж, натюрморт. Картины Галины Атаева насыщены очень яркими цветами. В них отражены абхазская самобытность и уникальная природа нашей страны. Очень мне понравились ее картины вот на этой выставке, потому что они полны солнечного света, они полны оптимизма. И это такие радостные вещи, которые просто тут же становится тепло от них. Вот от них исходит вот доброта, душевная щедрость. Свой жизненный принцип Галина Атаева формулирует так: если не можешь сделать добро, то хотя бы не делай зла. И этот принцип отражен в ее работах в полной мере. Они какие-то чистые, добрые, искренние. У художницы немало картин с изображением храмов и монастырей. Вот у меня есть картина «Лунный свет», «Ночной свет», где вот все темное, ночь, мрак, темнота, и только луна освещает крест. Крест – это для меня символ чистоты света, куда вообще человечество должно идти, люди должны идти, двигаться туда. Персональная выставка абхазского мастера живописи Галины Атаева будет открыта до 10 ноября. Алика Трапш, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. В Москве состоялось открытие выставки работ абхазских художников «Связь времен» при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. В выставочном зале Московского союза художников представлено порядка 80 работ абхазских художников. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. На открытии присутствовали члены Союза художников России, члены Союза художников Абхазии, народные и заслуженные художники двух стран. Выставка абхазских художников в Москве – культурное событие для обеих стран, наполненная яркими абхазскими красками и колоритом, отмечали выступавшие. Выставка продлится до 17 ноября. И о погоде. По сообщениям синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается малооблачная погода, без осадков, температура воздуха ночью плюс 5-7, днем плюс 19-21 градус, температура морской воды плюс 16 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.